Уважаемые друзья, снова я на связи. Сегодня у нас встречаем Fielder на проверочке ВВБ. Вот сейчас специально приехал Fielder посмотреть, парковка показывает. Вот могу переключать, все положения показывают: задний, нейтральный, дэшку, просто на зажигании. Хоба. Ну, допустим, на нейтралке заведется. На нейтралке заведется, интересно? Ага, нет. Пишет, что нет. Только на парковке заведется, да? Все. Только на парковке. Значит, вот этот датчик надо ему. Ничего не сделаешь, короче. Надо датчик снимать, контрактный вести. Так, сняли батареечку. В общем, пыль имеется. Почему-то у Аквы у всех пыльные. Аква почему-то пыльная бывает. Сам вот такую имеет, как войлок. Держи. Ага. Вот как войлок имеет. Лебяжий пух. Лети. Ладно, сейчас будем продувать. Я потом сам увеличу. Итак, Аркадий Паровозов. Прям пыль такая, как дорожная. Так, вентилятор чистый. Вентилятор чистый. Сеточка. Сеточка чистая. Вот, подеваем. Теперь смотрим. Чуть-чуть отодвинь подай. Это закрою. Сама. О. Воздуховоды эти почему-то всегда греют. Это есть? Есть. Грязная. О, сколько грязи.
Хорошо. Так, приборчик подсоединяем. Вот. Смотрим контакты. Начали уже зелеными становиться. О, окисел какой. Там окисло вот тут. Угу. Так. С этой стороны. С этой стороны тоже у нас. Да, сейчас покажу, как первичный этот окисел. Берешь вот такую штуку и начинаешь зубы чистить. Зубы почистил предварительно, чтобы проверочка прошла нормально, успешно. Чтобы можно было крабики зацепить. Я сейчас крабики зацеплю. Все, прибор зацеплен. Хоба. Статику проверим, запишем и начнем проверять. Так, дорогие друзья, у Аквы чуть-чуть другой испытание, другое. Ну, также этапы по 400 метров. Вот рекордсмен, первое место, 9 раз он прошел. Вот, начинаем. Уходим отсюда, 400 метров, разрядка. Все подключено, 10 пар, поехали. Стоп. Так, первый этап, рассказываю хозяину. Вот смотри, до этого у меня самый рекордсмен был в таких же условиях, да? Вот смотри, он прошел раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На 9-м этапе только закончился. Я считаю, ее первое место я дал. Другие аквы. Один этап, все. Этот все. Ну, если у тебя тут проблемная какая-то есть, какие-то проблемные, они вот на 1-2 заканчиваются и все. Вот аква, видишь, 1-2 на 3-м этапе, все. Пипец. А идеальная батарея, это вот 9 раз он должен пройти. Вот, да, вот этот именно тест. Это мы сейчас подключаем, грубо говоря, вот обогреватель напрямую. Ну, через программу, конечно, через реле. И все смотрим, как каждый, видишь, каждому кишку подсоединили. Вот. И вот график пошел. Я, кстати, забыл уже то, что у меня есть график. Последнее время просто приезжает нормальные батареи, я даже на график не смотрю. И тут он тоже дублируется у тебя. Ну, вот. Получается, аква 4 минуты 38 секунд первый этап проходит. Грубо говоря, 9 этапов по 4 минуты. Почти полчаса, час целый. Проверка идет. Понимаешь? 10 раз по 4 минуты. Сколько будет? 40 минут? Почти час она вот садилась. Ну, почти. Полчаса. И тут у нас тоже, в принципе, батарейка, как бы она из 20 штучек вот таких состоит. Вот модуль твой. 20 штук маленький. А он Prius. А сейчас все нормально стоит, да? Сейчас просто разрядка идет и все. Он только себя покажет, это, считаем, мы на турниках. 9 раз подтянулся, красавчик. 3 раза подтянулся, слабак. Понимаешь? 5 раз подтянулся, ну, средняя, да. 6 раз подтянулся, ну, молодец, там, 4 с половиной, да. Ну, вот так вот. Вот, допустим, вчера там, кто, или позавчера, вот моя батарея тоже. Другие маленечко. Так, первый этап прошел. 4 минуты 53 секунды, но разбег 0,18. Плоховастенько. Ну и график был такой. Разбег 18. 18. Еще нолик тут прибавит, получается 180. При допустимой 150. Ну, нормально. Уже требуется вмешательство, так скажем. Ну, ребята, ситуация такая. Только 2 этапа прошла. Батарейка очень слабая. Очень слабая. Прям. Ну, ровная. Кто-то, видимо, что-то делал. Сейчас я посмотрю по маркировке. По номерам посмотрим, что-то делали в ней, нет. Так, 33. Дальше должен быть 34. Да, 34. Тут должен быть 35. 35. Это 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 83.
Сейчас должно быть 84. 84 по десятке. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Ну, родной. Это родная. Ну, И она вот так села, короче, ровно. Ровно села, но в ней уже нету богатырской силы, так скажем. На пол Федора только может. Все. Да. Да. Что надо там детей? Ну, готовься к тому, что тебе надо контракт покупать. Тут уже емкости мало. Она всего лишь одну штучку, один забег, 2 забега прошла и все. Должна была держаться. Считай, с 15 вольт. С 15 вольт разрядка была стандартная. Она должна была на 14 вольтах долго держаться. 14,5 прям. Вот эту именно рабочую свою, вольтаж свой должны были держать. Вот. Но сейчас что можно сделать? Чуть-чуть ее перетусовать. Ну, это денег, правда, стоит. И заменить контакты. Ну и готовить бабки, в принципе. Где-то 7 рублей один элемент. С учетом этого. Если прям хорошую брать, получается 20 штук, 140 тысяч. Да. Но это прям четко будет. Прям. Но можно дешевле что-нибудь найти, в принципе. Которая хотя бы не 2 раза пройдет, а хотя бы... Ну, сейчас, получается, машина у тебя 2014 год. Ну, сколько? Сейчас 2024 уже. 9 лет ей. Машине 9 лет. Что она за 9 лет? Сколько тысяч проехала? Сколько там на одометре было? 240, вот. Приходит уже 240. Но нету прям, вот по графику видно, что нету прям, ну, то упал. Они все ровно. Вот, допустим, сейчас максимальный посмотреть какой. Максимальный 14.15 и минимальный 13.92. Вот. Ну, чуть-чуть можно, конечно, их тусануть, продлить жизнь. Ну и полегче станет, конечно. Единственное, что можно сделать. Но получается то, что ее убила температура. Потому что мы вскрыли, на вентиляторе был Вот такую войлок, имеет, грязь, как войлок. много было внутри Держи. пыли, соответственно, Ага. ну жарко. Вот как Она войлок имеет. не это самое, не могла охлаждаться и постоянно Лебяжий температура пух. работала, и поэтому Лети. так вот, ну равномерно Сейчас села будем продувать. относительно. Ну можно чуть поколдовать сейчас, продлить ей жизнь и все. Но это стоит маленечко денег. Сейчас переговорим с хозяином. Да, нет. Либо контакты меняем, собираем и добрый путь. Ну все, батареечка обслужена. Сейчас запечатлю, какие контакты были. Контакты. Ну, родные элементы. Чуть-чуть тусовочка произошла. В принципе. Еще побегает. Вот, какие должны быть контакты, какие есть. Сейчас зарядочка произойдет. Все собираем. Упаковываем машину. Все, что-то сегодня как-то пасмурно, как-то печально на улице, как-то печально. A few moments later. Прошло какое-то количество времени, в принципе, батарейка родная, элементы все родные. Чуть-чуть там кое-какую перетусовочку сделал, чтобы полегче было. Потому что хозяин батареи хочет, чтобы хотя бы до весны протянуть. Но я думаю, что она протянет до весны. Родные батарейки, контакты обслужены, что там, в принципе, отбалансировано. Я считаю, что она побегает еще, так скажем, очень побегает, потому что есть определенная методика балансировки, секретная методика. Вот, и сейчас вот видите, как график падает, ровненько все, костяком идет, костяком. Вот. Всего лишь 400 метров залил. Проверим, как она. Ну, где-то 5 минут будет садиться. Через 5 минут пойду пока руки помою. Кофейку оформлю. Ну все, батареечка 0,06 показывает разницу. Вся четко садится. Прям жесткой просадки нету. Прям вся ровная, ребят. Вся ровная. Ровно. Ну, самый максимальный
14.04 максимальный. 14.04. А самый минимальный, сколько там? 13.96. 13.96. 13.96. Вот и вся любовь. Разбег небольшой. Все ровно. Можно заряжать и в бой. В бой идут одни старики. Ну, поработал, конечно, 10 лет батарейки. В принципе, она еще побегает. Тут, грубо говоря, 50% в ней есть. От номинала. 50-летний старик, так скажем. Вот такие дела. Ну, побегает еще. Да. Да, побегает. Куда надеемся? Главное, модуль родной. Просадок каких-то нету, там провалов нету. Гнилых зубов нету. Да. Вот, поэтому будет бегать еще. Но надо, если хочешь, чтобы у тебя чики-пуки было, надо все-таки контракт. Контракт. Готовиться. Ну, в принципе, вот по 3 этапа бегают люди. 3, все, 4 перевернули. Вот 8 было, видишь, первое место. Первое, это в Окси, у него другое. У меня сколько сейчас этапов? У тебя 2 даже не... Ну, 2 только прошел, короче. Да. Не, на втором умер прям конкретно. Ну вот, первый пошел, и второй прошел, и все, уже, даже на третий не пойдет никак. Сейчас тоже не пойдет, да? Сейчас не пойдет тоже. Как-то так, ладно. Заряжаем и вниз. Заводи! Уешь. Так, капот что, открыть, да? Надо закрыть. О, надо его хлопнуть, я не знаю, как у тебя тут. Капот у тебя тут такой бывалый. Нет, там что-то косяк. Да? А так нормально, внутри. Ну вот же тут все. Капотик. Заводи. Капот боевой? Нет, капот. Боевой. Все, газ палас. Все, чек горит. На шипах. Сейчас мне шланг продыряют своими шипами. Вот филдер. Нормально. На электротяге. Еще бы чуть-чуть колеса поменять, задрать, и нормально будет. 15-е колеса бы воткнуть. 195 на 65 на 15. Нормально будет. Стандартный размер. Все, сейчас своего крокодила поставлю туда. Все, пока-пока. Ну, а я своего крокодила тоже должен поставить, чтобы никому не мешать. Ну, филдер хорошая машина. Вот сейчас вот в превью у меня было в начале. Вот филдер стоит с Уснеры. Парень, у него ошибка P0705. У меня было видео по такой штучке, тоже проблема. Не видит парковку. Вот, допустим, вот я парковку нажал, вот тот P. А, допустим, у него такой тык-тык-тык рычаг и не видит парковку, не видит именно положение P. А и не заводится, соответственно. Потому что думает, что на скорости. Защита от дурака срабатывает и не может завестись. В общем, буду ковырять его на днях вот этого. Надо было бы, конечно, на мойку загнать. Ну ладно, грязным поковыряем. Да, еще меня ждет, ребята, как бы маленечко тоже превью. Ждет меня, приобрел вот такую чисто на переднюю дверь. Вот это дорогой материал.
Как-то называется он, интересно. Вот такой имеет формат каких-то таких волн, сот. Вот. СТП-шечка тоже, стандарт пласт. 970 рублей у нас в регионе стоит. Ну не знаю, там в других вот такой вот метр. Я таких 2 штучки взял. Это на передние сиденья, это передние двери. Взял еще вот такую. 450 рублей у нас стоит. Вот такая штука большая. Получается, я переплатил. Вот покупал эту коробку. Реально это дорого. И там такие же вот маты были. Единственное, то, что у меня вот этих нету в комплекте. Вот. Проклеивать мягенькой такой штучкой. Вот этого у меня нету на двери. Но в принципе можно было бы закупить. И вот такой же материал. Сколько их здесь? Раз, два с половиной. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, 5. Ну, 6 штук их, грубо говоря, вот могу вырезать вот таких. Тот же материал. 450 рублей стоит лист. Ну и самое главное, что мне пришло. Кому надо, ребята, ссылочку могу скинуть. Вот. Виброниум. Виброниум. Не требует сертификации. Вибрационный материал для автомобиля. Сделано в России. Русские мастики. Я же говорю, что это мастика. В общем, их тут толщина 2 мм. И их здесь количество 40 штук. Площадь 3,5 квадратных. 3,5 квадратных. О, нифига себе, тут какая красивая девушка. Так, сфотографируем, наверное, это все. Воткнем, блин, в ролик. Итак, кому надо, можете почитать, на паузу поставить. И там вот таких 40 штучек маленьких. Мастики. Ну, та же шумка. В принципе, она, вот эта шумка, абсолютно ничем не отличается от вот этой шумки. От вот этой, которая вот у меня. Но только тут 3 миллиметра. Только тут покрасивее как-то сделано. И вот соты вот эти вот квадратненькие больше. А тут меньше, соты квадратненькие. Все. Абсолютно такую же функцию выполняет. Вот у меня их тут сколько. В общем, это все надо добить. Все эти материалы. В общем, в планах закатать шумку всю машину. Потолок, там двери. Вот такой тоненький, в принципе, пойдет на пол хорошо. На пол. И такая, вес такой приличный. Где-то килограмм, я не знаю, тут, блин, килограмм, может 10, наверное. Тяжелая мастика весит вообще. Ничего мне в Альберсе сказали такие. Еще бы платили за то, что мы такие тяжести таскаем. Ну и купил вот такой вот абровский клей, аэрозоль. Что-нибудь обшивку подклеить, еще что-нибудь. Прикольная такая штука. В общем, ждите анонсов. Ну и как бы по колхозу еще сделаю себе. Они мне сказали якобы пинофол, вот самоклеющийся есть пинофол. Вот у меня есть такой тоненький. И вот тоже пинофольчиком, сам вот таким тоненьким пинофольчиком все вот эти вот полы, короче, все обклею, чтобы тепло было. В принципе, имеет место быть. Говорят, якобы там он влагу в себя берет, но показала практика то, что вот из такого пенофола делаются коврики, ну, лежать. И ложишь, допустим, на что-то сырое. И спокойно там, ну, мокро, конечно, становится, но он влагу так не впитывает в себя, не держит. А вот это якобы вообще не держит. Ну, не знаю. Ладно, ребят, это уже другое. Всем до новых встреч. Подписка, лайк, репост. Пока-пока. Another day without you here. The leaves Хейтеры! Люблю вас!